Это уже вторая церемония вручения машин скорой помощи за этот год. В марте больше 20 машин отправились в больницы региона. Сейчас на площади в ряд выстроились еще 15 новеньких «Газелей Next» и УАЗов. Их отличает хорошая проходимость и современное медицинское оборудование. Деньги на приобретение этих автомобилей выделены из областного бюджета. Эти машины необходимы для того, чтобы наши жители и в областном центре, и в отдаленном селе получали вовремя качественную медицинскую помощь. Руководство области выполняет задачу, которую поставил президент страны Владимир Путин. Медицинская помощь должна стать доступной во всех, без исключения, населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Там, где власть заботится о дошкольном, школьном образовании, о медицине, у такого народа, у такого региона есть и хорошее прошлое, и прекрасное настоящее, и такое богатое будущее. Спасибо за тот ваш благородный труд, за такое чуткое, бережное отношение к людям. И пусть каждый оборот колеса этих машин работает на счастье, благополучие нашего прекрасного брянского народа. У нас стала уже хорошей, доброй традицией вот здесь, на центральной площади нашего города Брянска, вручать нашим организациям, пусть то здравоохранения, образования, наши коммунальные службы, наши транспортники, машины для каждой службы. И вот сегодня мы здесь для нашего здравоохранения за счет нашего областного бюджета приобретены 15 машин скорой помощи, которые будут вручены нашим медицинским организациям. Но я хочу сказать, что вот за эти годы Брянская область за 4 года приобретено 216 автомобилей скорой помощи. В этом году 21 автомобиль был приобретен за федеральные деньги, 15 за наши областные. Еще до конца года решением премьер-министра нашей страны Дмитрия Анатольевича Медведева подписано распоряжение. Брянская область получит еще 22 машины скорой помощи. Это 22 машины в этом распоряжении мы получаем больше всех в нашем центральном федеральном округе. Я сегодня хочу сказать огромное спасибо федеральному центру за ту поддержку, которую он оказывает нашей Брянской области. Это не только медицина, это и наши дороги, это и образование, это строительство детских дошкольных учреждений, спортивных сооружений. Ну и, конечно же, мы, правительство, сегодня, пусть медленно, но мы движемся вперед. Мы же понимаем, что все проблемы, которые копились годами, их невозможно решить в один год. Мы сегодня прекрасно понимаем, что нашей медицине не хватает тех же машин скорой помощи, и я думаю, что мы их в ближайший год мы их закроем. 240 автомобилей, которые были и которым было там по 10 лет. Сегодня это новые машины, но эти машины, они нужны для того, чтобы спасать наших граждан. Автопарк скорых в регионе обновлен более чем на 80%. Для многих больниц это уже не первая церемония вручения ключей. Так, Климовская ЦРБ получает уже 5-й автомобиль. Нам вручали в основном «Газели» типа Next, а это УАЗ повышенной проходимости. Пойдет в Чуровскую участковую больницу, машина повышенной проходимости, тоже необходимо, полностью укомплектована всем необходимым расходными материалами и оборудованием. На торжественной церемонии говорили о перспективах брянской медицины. Это и обновление автомобилей, и приобретение оборудования, и обеспечение кадрами. Наша общая задача в рамках исполнения поручений президента обеспечить жителям Брянщины достойное и доступное медицинское обслуживание. Работа по модернизации региональной системы здравоохранения предстоит большая. Оснащение поликлиник и больниц современной техникой чрезвычайно важно для спасения пациентов. В областном бюджете текущего года предусмотрены собственные значительные средства для закупки современного оборудования. 15 новых автомобилей отправляются в больницы областного центра и районов. Обновление автопарка скорых в регионе продолжится. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск.